Всем привет! Да. Привет. Здравствуйте. Чего ты? Давай. Всем привет, с вами Ветви. В общем, это Маша, я Сережа. С вами Лера. Рая. С вами сегодня Саргалана и Кэп. И сегодня мы устроим небольшую викторину по замечательному сериалу «Игра престолов», снятому по великой саге Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». Для начала каждая команда должна придумать название для своего дома. Дом дурацких причесок. Мы дом престарелых тумбочек. Наш дом – дом летающих кинжалов. И наш девиз – не совершайте ошибок. Не совершайте наших ошибок. Лето рядом, сошлись на этом. Вот наш девиз. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Дом летающих кинжалов. Первый раунд. Я вам называю 4 варианта девизов домов вселенной Игры престолов. Ваша задача угадать правильный вариант. Ты будешь отвечать, потому что я ничего не знаю. Но ты не читала и не смотрела сериал? Нет. Я читал в школьные годы, и поэтому тоже, в общем-то... Он так давно начался? Нет, сериал... Так давно? В 27-м году? Мне сериал нравится. Ну, сериал хороший. Я да, его 3 красиво. раза смотрела. Итак, начнем с севера. Дом Толхартов. Пошли по вариантам. Гордость и предубеждение. Горды и свободны. Свободны и красивы. Или же красивы и молоды. Мне кажется, второе. Второй? Ну, Нет. Подожди, нет. Подожди. Мне кажется, второй вариант самый адекватно звучащий. Нет, подожди. Ну, гордость и предубеждение Это не то. это же кино какое-то. по-моему. Это вообще роман. Ты думаешь, что там все должно быть адекватно, да? Ну да. Мы за второе. Да, второе. Второй. Да? и это правильный ответ. О, делай эту штуку. Движемся дальше. Дом Смолвудов. Это речные земли. С тех начал, с этих начал, с вон тех вот начал. Или же кто начал? С этих или с тех? Ну, с тех начал. С тех начал, типа. Мне кажется, с тех. А мне кажется, с этих. Ну, давай. Кто начал? Ты вот начала, ты давай, заканчивай этот раунд. Дом же про себя говорит, типа, вот с этих начал. Если неправильно, я вот... Ну, опять второй вариант. Он специально, 2 раза подряд, чтобы мы запутались, Нет. второй вариант сделал, Да? да? Нет? С тех начал, все. Да. Ладно, первый вариант тогда. Давай, Ну, значит, я... значит, ты меня... Дом Водов. Те же речные земли. Не тронь меня, трогай меня. Смотреть, но не трогать. Трогай и властвуй. Трогай власть. Ну, это понятно, что ты хочешь. Чего трогать и властвовать? Вот что бы я потрогал, Это как-то чтобы странно, завластвовал. да. Смотреть, но не трогать, а? Там одни женщины? А если там одни женщины, то третья очень подходит. Смотреть, но не трогать. У женщин интуиция лучше развита. Итак, мы на шоу «Интуиция», и Мария выбирает третий вариант. Смотреть, но не трогать. Да мне ничего не нравится, выбирай давай ты. Трогай и властвуй. Правильный вариант первый. Ты точно знаешь? Ну, конечно, это же логично, я же тебе говорил, типа. Позор. Западные земли. Дом Свифтов. Пора вставать. Проснись и пой. Проснитесь, проснитесь. Или же, Ержан, вставай, на работу пора. Ну, пора вставать, типа. Ну да, типа, пора вставать. А чё пора вставать-то? По какому поводу? Скоро война. Пора вставать, Маш. Я согласна. Всё, Ну, мы первый, да? Ну, согласен, пора вставать. Мне кажется, проснись, проснись. Проснись, проснись. Да. Ну все, вейкап. Я в Мишино лицо уже вижу сразу. Проснись, проснись! Для чего такой девиз? Дом Грандисона. Штормовые земли. Это что, не конец, что ли? Я думала, хватит уже. Не буди меня, не буди его. Ты буди, буди, буди. Или же не будите Ержана. А кого меня? Чё они там все такие с самомнением, что ли, типа? А его кого тогда? Я спать. Не буди его, типа, зверя внутри меня, поняла, типа. Мне кажется, не буди его, это же, ну, как-то эпичнее звучит. Короче, не буди его. Второй, не буди его. Мне кажется, не буди меня. Почему? Ну, дом обычно в девизе говорит про себя. Там, нам ярость, мы не сеем. Давай ты будешь просто отвечать и все. Не буди меня, и не буди его. Но они же о себе говорят.
Раунд номер 2 у нас называется озвучка. Как следует из названия, мы должны смотреть какой-то эпизод из сериала и пытаться его озвучить. Но каждому видео мы даем вам определенную ситуацию. Итак, Роспотребнадзор приходит с проверкой в якутский ресторан. Я сейчас получу по голове. Вот, возьмите, пожалуйста, наше фирменное блюдо. Почему я говорю таким голосом? Да, выглядит, знаете ли, так себе. И тут тоже. Это похоже на какой-то пирог. Надеюсь, он с твоими ногами. Иначе нет смысла его жрать. Что вы несете? Я обычный официант. Это 3-й ресторан за неделю. В прошлый раз приходил в ресторан, и, знаете, все плохо было. У нас произошли изменения. Какие? Я чувствую вон изменения-то. Новая ароматическая свечка. Слушай, в пироге, что ли? Чё ты тут встала над душой? Я тебе сейчас вилку в глаз воткну. Я хочу пожрать нормально. А вы вообще кто? Кто? Я проверяющий. Ну так сколько вы за это хотите? Ой. Привет. Привет, Андрей. Какого черта? Ага, вы не ожидали, я тоже из Роспотребнадзора. Серьезно? Алевтина Георгиевна? Это я. Но ведь вы же меня отправили сюда проверять. Я не больше ожидали? не буду брать взятки. Вы уволены. Я умер, а не умер. Уже 3-й раз на этой неделе. Что за напасть-то такая? Зараза! У нас гости, а не клиенты. Это будет наш лучший пирог, кто не знает. Итак, второй вариант видео, вторая ситуация. Один из вас очень долго уже сидит на диете. Второй не сидит на диете, но уговаривает вас не срываться. Чистый белок, никаких углеводов. Рикардос, ты вообще молодец, что так долго держишься. Что это? Как ты можешь это есть? Ну? Ну? Вот у тебя какой? Вот индекс массы тела, например. Я не могу. Он же просто плачет. Я не слышу, что? Я хочу есть. Сосиски-то привозные, очень вкусные. Я их обычно с картошечкой люблю и немножко капустки. Хватит, пожалуйста, не надо. Картошку отварить надо, самое главное. Ты изверг. Не слышу, как урчит твой живот. Пожалуйста, дай мне хоть кусочек. Мне хочется плакать. Я не слышу. Что ты сказала? Что тебе надо? Хлеба. Ну, я вижу, вот ты скинул. Вот тут жир был. Я очень И старался. тут вот сейчас жировик уйдет. И нормально все будет. Прям к летнему сезону, братан. Но я тебе скажу, неблагодарное это дело. Посмотри на меня. Я жирный, я красивый, румяный, а ты висишь на кресте. Там подлив хотя бы остался. Какой подлив! Это что за мордобойня вообще? Главное просто и интересно просто смотреть. Она не пытается озвучить. Что происходит? Я хочу понять, кто есть кто. Я, походу, сегодня приду домой и просто буду смотреть. Третья ситуация. Местный ресторан принимает у себя в гостях Никиту Джигурду. Любите по-русски. Здравствуйте! Я слышал, у вас можно попробовать блюдо. Молодой человек, оденьтесь, пожалуйста. Если вы заплатили 400 рублей, это не значит, что можно ходить в таком виде у нас. Здравствуйте! Здравствуйте, люди русские! Что в вашем ресторане подают? Порадуйте Никитку! Чем сегодня подчивать будете? Добро пожаловать. Я же не смотрела. Я к вам приехал, дорогая Василиса Матвеевна. Боже, какой вы красивый. Стойте, подождите.
Вы же еще ничего не заказали. Слушай, я менеджеру заказал свежего барашка. Ну, сойдешь и ты. А деньги? Какие деньги? Я Никита Джигурду. Я играл дублера Аквамена. Я так и знала. Я думала, где же я вас вижу? Боже, как. Ну так его встречают. Хотите строганину? Говорят, строганина — это сырая рыба. А вы умеете разговаривать с рыбами? Только с сельдью. Итак, мы переходим к третьему раунду. У нас в третьем раунде 3 птицы, которые относятся к какому-то из домов саги «Песнь льда и огня». И мы должны угадать? Да, угадать название и объяснить почему. О, это же наш любимый перец халапеньо. Это халапеньо? Она острая. Ой, больно остро. Острая? Да. Я еще не попробовала. Если острое, что там? Типа пикантный дом? Там есть такой дом? Теперь да. Сейчас плакать начну, быстрее дайте мне выпить. Это дом слез и страданий. Ну, вот так-то назовем. Это дом слез и страданий. Назовем ее в честь дома Таргариенов, обзовем ее Дракарис. Очень много перца халапеньо, так что я думаю, что это как-то связано с драконами. И это обед Дайнерис, матери драконов. По фамилии Иванова. Нет, конечно. Тангизеры? Тангизер. Таргарины. Я. Пламя Драгона. Мать 3 пиц. Кэп уже начал пробовать вторую пиццу. Ну, это сосиски, да, но они Это напоминают... вполне определенно сосиски, они не острые. Они напоминают, типа, отрезанные пальчики. В чем-то, да. Нет, что это? Погнали. Какая разница, что? Это еда. Это еда. Колбаса там. Там есть перец болгарский. Ну, тут очень много красного соуса, так картинно наляпанного. Это дом того чувака, который убил Роберта. Блин, я забыла, как его зовут. Это эти. Сосисы. И что это, какой дом? Холодные сосисы хаус. Тут можно, мне кажется, фантазировать только с названием, как это может называться, там, жертва Рэмзи Болтона, тоска Тиона Грейджоя. Эта пицца называется «Кровавая свадьба». Первое, что видно, здесь очень много соленых огурчиков. И капуста. Квашеная капуста. Пицца с квашеной капустой. Лук, огурцы, какое-то мясо. Какое мясо? Это оленина. Оленина. Окей. Это оленина. Прикольно. Это пицца Старков. Ну, будет Старк. И теперь название пиццы. Это дом рыжих оленей. Все. Последняя охота назовем. Ну что ж, дорогие друзья, провели. Мы одержали победу. Спасибо Михаилу Кириллину за этот прекрасный пакет вопросов. Мы здорово провели время. Надеемся, что и вы сделаете то же самое. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и комментите нас. Чтобы вы оценили по достоинству наших соперников, тут должны были быть мы. Подписывайтесь на канал. Пока. Дом летающих кинжалов! Да почему ты так делаешь? Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках. Соргор биһиги кораппытыгар тохта сылыллах үчүгэй сох курдук. Ол эрен эйигин хахан багар өйүр өйдүр табарыстарын манна баалар. Дойдугар да сылжан ан дойдону кытары теңге билсе олорукка сөп. Манна арас элбе хайгага бээн кыыккын кырдыры сөп. Олоккор ханнык солу тутухарын бэйэгыттен тутулуктах. Экономика Онна менеджмент Восточно-Сибирского института